Здравствуйте, товарищи. Менделеев Сергей Владимирович, я депутат муниципального собрания Яснева города Москвы и являюсь одним из организаторов нашего сегодняшнего митинга. Прежде всего хочу спасибо сказать огромное всем, кто пришел, и поговорить на самом деле о тех, кто не пришел. Я всегда не понимал людей, которые не готовы бороться за свои права. И я никогда не понимал людей, которые, будучи уже обманутыми, продолжают врать сами себе и думать, что все будет хорошо. Я верю и вижу, что все, кто стоит сейчас здесь передо мной, да, это около 200 человек, это на самом деле, на мой взгляд, самый многочисленный митинг из тех, которые мы собирали, да? Кто на предыдущих был? Да. Я верю, что каждый из вас уже все понял, да, и про застройщика, и про перспективу стройки, и про банкротство, и про все остальное. Я не могу понять тех, кто до сих пор сейчас не борется за свои права. Я не могу понять тех людей, которые до сих пор верят застройщику. По моему глубокому убеждению, единственное, чем сейчас занята команда, которая руководила СФК Реутова, это не проблемой достройки домов, а проблемой того, как бы не сесть в тюрьму за те деньги, которые они украли. Это единственная проблема, которая их сейчас волнует. И именно этому мы должны противостоять самым активным образом. В частности, через ту процедуру банкротства, которая сейчас рассматривается арбитражными судами города Москвы и Московской области. Потому что если им удастся путем манипулирования частью дольщиков квартир, путем манипулирования разного рода ложной кредиторской задолженности и прочего, поставить своего управляющего, захватить контроль в комитете кредиторов, то никто не получит ничего. Они получат свои виллы за границей, свои отпуска, свои деньги, а мы получим пустые исполнительные листы, которые ничего не будут значить. Поэтому главная задача сейчас, я об этом говорил на прошлом митинге, я об этом говорю сейчас, наша главная задача объединиться прежде всего в комитете кредиторов, для того, чтобы мы могли назначить независимого, грамотного управляющего, который будет следить за процедурой, во-первых, так сказать, наблюдения, во-вторых, за процедурой потом всех остальных стадий и этапов банкротной процедуры, да, для того, чтобы искать, куда же делись те 2 миллиарда рублей, которые были собраны с каждого из вас, и на которые были построены какие-то фундаменты, которые сейчас выясняются, что не имеют никакого отношения к реальности, и на них ничего нельзя дальше возвести. Этот человек, которого мы с вами должны будем выбрать, который будет, еще раз повторяю, независимым профессионалом, он найдет, кто, каким образом и куда украл эти деньги, взятые у каждого из вас, и заставит либо эти деньги вернуть, либо сесть за это воровство в тюрьму. Вот почему нам так важно наше объединение. Вот почему нам так важно то, чтобы каждый из вас понимал, что участие в комитете кредиторов является просто святой обязанностью для каждого дольщика для защиты своих интересов и своих средств. Кроме нас, никто этим процессом не будет заниматься. Потому что существует закон о банкротстве, да, и только в рамках этих процедур все возможно защитить свои права. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе. Сейчас уже совершенно очевидно, что без политического решения руководства, прежде всего руководства Московской области и лично исполняющего обязанности губернатора Воробьева, решение проблемы с ФК Реутова невозможно. В этой связи я предлагаю в резолюции нашего митинга обратиться напрямую к Воробьеву с требованием заняться непосредственно решением вопроса СФК Реутова. Хватит уже кормить завтраками и обещаниями, прошло 7 лет. Я вот очень прошу представителей администрации, которые сейчас здесь находятся и которые внимательно записывают каждое слово, которое произносится в этот микрофон, отдельно подчеркнуть, что мы обращаемся лично к губернатору с просьбой обратить внимание